Доброе утро. Дарья Кучеренко. И Илья Жарницкий, и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы сегодня начинаем эфир с запозданием значительным, потому что у нас выключили свет в том здании, в котором мы работаем, поэтому мы приносим свои извинения, но надеемся, что эфир у нас все равно сегодня получится, и что вы будете активны. Можно писать нам смс-сообщение на номер +7 927 304 1051. Можно голосовать. Голосование мы запустим во второй части, и можно смотреть нас в Фейсбуке и на Ютубе. Вроде бы все в порядке, трансляция должна идти. Я коротко расскажу, чем мы сегодня займемся. Мы почитаем прессу, мы послушаем фрагмент из вчерашней программы «Персонально ваш». Мы обсудим акцию Башкорта. Они вешали флаг. Выяснилось, что этот флаг у здания Конгресс-холла сняли. И еще мы, наверное, успеем послушать отрывок из программы блогера Ильи Варламова, который в очередной раз высказался про Уфу. Ну а давайте начнем с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Илья, у тебя есть газета? У меня есть Уфимский «Меридиан», да. И на главном развороте, на второй, в принципе, странице этой газеты, она идет под номером 2, есть небольшая статья про Башнефть. Она называется «Башнефть попалась на Сатурне». Нужно пояснить, что такое Сатурн. Речь идет о том, что в ходе судебного разбирательства выяснились некие подробности реорганизации Башнефти, выход на IPO на международную биржу, то есть размещение акций Башнефти на международной бирже при реорганизации, назывался операцией «Сатурн», по крайней мере, об этом пишут СМИ. И вот об этом, в общем-то, и статья. Стоимость оценивается в 136 миллиардов этих акций, и с точки зрения обывателя, пишет автор, история весьма странная. Роснефть покупает компанию Башнефть, устраивает проверку, и вдруг оказывается, что Роснефть, которая хотела заполучить прибыльную компанию, денег нет. Угу. Вот, в общем-то, идея статьи заключается в этом. Но она написана на основе наблюдений в суде. Да, совершенно верно. И, в общем-то, если смотреть, о чем пишет автор, он пишет о том, что Башнефть, да, действительно выводила активы, Роснефть, да, действительно пыталась Башнефть захватить. Позиция автора весьма взвешенная, он не занимает какой-либо отдельной позиции. Если вам, уважаемые радиослушатели, интересно почитать этот небольшой материал, то страница номер 2 в газете «Уфимский Меридиан». Вторая статья, которая у нас есть здесь, называется «Сомнительная услуга». Эта статья вышла на полосе, которую подготовил Сергей Дорофеев из той же газеты «Уфимский Меридиан». Речь идет об образовании, и он, автор, пишет о том, что сегодня школа – это такая же услуга, как химчистка. Он пишет об услугах образовательных. Он пишет о том, что есть странная ситуация в школах, когда вместо того, чтобы получать услуги, школьники находятся в каком-то замкнутом пространстве, где им ничего нельзя, где они... Тоже мне новость. Все так учились. Он возмущается тем, что школьник обязан спрашивать разрешение выйти в туалет, и его учитель не может отпустить. Всю жизнь так было? Всю жизнь так было. Он пишет о том, что это наследие советского режима, и о том, что от этого нужно избавляться, иначе мы не вырастим свободных граждан, свободомыслящих людей. Но если у нас есть, конечно, цель вырастить свободных граждан и свободомыслящих, а то что-то мне подсказывает, что нет, как бы... У нас-то смотря у кого, государство или общество? У государства. Я вот сейчас про государство говорю. Я перейду к газете «Бонус», если ты закончил со своим обзором. У «Бонуса» на второй полосе есть интересные материалы. По сути, это то, о чем уже писал и сайт profu.ru, и другие средства массовой информации, но «Бонус» рассказывает какие-то подробности. Ну, например, про взорванные в Уфе автомобили с полицейским. Так называется статья. Взорванный в Уфе экс-полицейский за несколько минут до покушения пошутил о «меня минируют». Якобы, когда он сидел в машине с еще одним пассажиром, он сказал своему собеседнику, что вот, смотри, меня минирует, когда в этот момент к машине подошли двое подозрительных людей, после чего произошел взрыв. Я напомню, что мужчина лишился обеих ног в результате этого взрыва. Сейчас Следственный комитет расследует дело по факту покушения на убийство. Ну, тоже вот про смерти на второй полосе, простите, не тоже, но в смысле, это тоже трагические такие новости.
новости. Основные причины смертности в Башкирии в 2017 году. Суицидов больше, чем смертей в ДТП и убийств. Росстат опубликовал отчет о причинах смертности по субъектам России. За первые 7 месяцев этого года в республике умерло почти 30 тысяч человек, что меньше, чем в прошлом году. Но вот в основном, как следует из данных Росстата, если мы берем причины, то это вот суициды здесь превалируют над смертями, например, от отравления алкоголем или в результате ДТП. Но это вот вторая полоса такая невеселая. На третьей полосе мировая звезда оперы Ильдар Абдразаков вновь стал отцом. Об этом, кстати, написали вообще все средства массовой информации. Сейчас загрузится. На шестой полосе интересный материал «Как скачет Акбузат». Он называется. На башкирском ипподроме притесняют малый бизнес и задерживают зарплату. Я не буду на нем останавливаться подробно, потому что у нас нет времени, а только прочитаю вот лид, начало. На республиканском ипподроме выживают частников и не платят зарплату сотрудникам. Об этом нам рассказали сами работники и представители малого бизнеса, сотрудничающие с конно-спортивным комплексом. Но, к сожалению, я больше не успеваю прочитать. Это газета «Бонус». Я хотела сказать об одной вещи. Вчера прошло такое сообщение в социальных сетях. Многие пересылали друг другу смски в WhatsApp, ВКонтакте, что якобы затопило химпром, и вот все вредные вещества попали в реку Белую, в результате чего вода в кранах стала отравленной, и пить ее нельзя. Достаточно быстро среагировала пресс-служба администрации города, которая назвала все это фейком, и через несколько часов Уфа-Водоканал опубликовала официальное сообщение на своем сайте, где говорится, что проведенные исследования показывают, что с водой все в порядке, что это ложная и абсурдная информация, никакого загрязнения нет, и даже опубликованы результаты лабораторных исследований. Вот такой пример того, как люди могут поверить в какую-то рассылку, да, в WhatsApp или в других социальных сетях. Написана она, кстати, таким специфическим языком, очень похоже на вброс было сразу, когда так что проверяйте информацию. Это точно. Мы сейчас уйдем на московские, а затем уфимские новости, после чего наш разворот продолжится. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы». В столице на Эхе новости, у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Больше 3 десятков рейсов задержано в столичных аэропортах. Это связано с сильным туманом в городе. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сервис Яндекс. В аэропорту Домодедово задержан 21 рейс и 3 отменено. Еще 10 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево. Столичные власти отказались согласовать пикет в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил организатор акции Арслан Хасавов. Он уточнил, что пикет планировалось провести завтра у здания посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской улице. В заявке организаторы сообщили, что в акции примут участие максимум 200 человек. В префектуре Центрального округа Москвы сообщили, что организаторы не указали цель мероприятия. Чиновники также сослались на то, что площадка у посольства Мьянмы не сможет вместить всех желающих, и акция будет мешать водителям и пешеходам. В конце августа в Мьянме обострился конфликт между буддистами и мусульманами Рохинджа. Погибли несколько сотен человек. Замоскворецкий суд Москвы сегодня продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Алексея Улюкаева. Бывшего министра экономического развития обвиняют в получении взятки. Глава Роснефти Игорь Сечин накануне заявил, что Улюкаев лично требовал у него взятку и лично приехал за деньгами. Между тем, бывший министр говорит, что ничего не знал про деньги. Улюкаев был уверен, что ему передали угощение от Сечина – корзинку с вином и колбасками. Россия, вероятно, использовала рекламные площадки Facebook, чтобы повлиять на пользователей соцсети. К таким выводам пришли в компании. Там подсчитали, что за последние 2 года люди, действовавшие предположительно из России, потратили около $100 тысяч на размещение почти 3000 рекламных объявлений в соцсети. Выяснилось, что к распространению этой политической рекламы имеют отношение почти 500 фейковых аккаунтов и страниц. Все они были связаны между собой. Сейчас фейковые учетные записи заблокированы.
Компания Facebook поделилась этой информацией с властями США, которые расследуют возможное вмешательство России в американские выборы. Отмечается, что в большинстве рекламных объявлений не было отсылок к выборам или кандидатам. В сообщениях затрагивались такие темы, как разрешение на ношение оружия, опасения по поводу иммиграционной политики, права секс-меньшинств. Жительница Испании, которая добилась эксгумации тела Сальвадора Дали, не приходится ему дочерью. Это показала ДНК-экспертиза. Останки знаменитого художника были извлечены из могилы в конце июля по решению суда. Если бы Мария Пилар Абель Мартинес доказала родство, она могла бы претендовать на фамилию Дали и на часть наследства, которое живописец перед смертью завещал Испании. Размер стипендий российских аспирантов планируется увеличить. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Впрочем, конкретные сроки и цифры министр не привела. О погоде в Москве сейчас 12 градусов. Сегодня днем 17-19, облачно, небольшой дождь. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе в Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. Суд Стерлитамака признал незаконным отказ полиции принимать заявления на башкирском языке. В республике полгода идет процесс между активистом Рустамом Батталом из Стерлитамака и сотрудниками полиции. Как пишет Идель Реали, Рустам Баттал рассказал, что в начале года он написал обращение в отдел по вопросам миграции МВД по Стерлитамаку и не получил ответа. Когда мужчина обратился за разъяснениями, ему ответили, что заявление не было принято, так как оно написано на башкирском языке, а вся работа в ведомстве ведется на русском. Активист обратился в суд. В июле суд вынес решение в пользу истца и признал МВД виновным в нарушении статьи Конституции о праве использования языков. Полицейские с решением не согласились. В настоящее время рассматривается апелляция. В Курултае республики готовят к первому чтению поправки в законодательство, согласно которым встречи республиканских и муниципальных депутатов с избирателями приравняются к митингам и шествиям. Об этом пишет сайт газеты «Коммерсант». Аналогичные изменения в федеральные законы вступили в силу в июне текущего года. Как пишет «Коммерсант», вчера инициативу обсудили в профильном комитете Госсобрания Башкирии, но дискуссию решили перенести на сессию. По данным издания, недовольство поправками уже выразили представители патриотов России и КПРФ. Юристы уверены, что изменения вносятся для того, чтобы усложнить работу независимых депутатов, пишет газета. Правительство республики выделит в текущем году 500 миллионов рублей из регионального бюджета на реконструкцию аэропорта Уфа. Об этом сообщает Госкомтранс Башкортостана. По данным ведомства, запланировано увеличить пропускную способность аэропорта до более 1000 пассажиров в час. Обновленный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Сегодня в Уфе в связи с проведением международного фестиваля тюркоязычных театров «Туанлык» будет временно перекрыто движение транспорта по улице Закива-Лидии на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской и по улице Театральной на участке от улицы Пушкина до улицы Закива-Лидии. Как сообщает столичная мэрия, троллейбусный маршрут номер 2 будет следовать до остановки «Центральный рынок». И о погоде. Сейчас столица плюс 12, пасмурно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16 градусов тепла. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы, Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Мы
Мы продолжаем уфимский разворот на эхе Москвы в Уфе. Илья Жарницкий, Дарья Кучеренко и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Пишите нам смс на номер +7 927 304 10 51 и присоединяйтесь к трансляции в Фейсбуке и на Ютубе. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент из программы «Персонально ваш». У нас вчера в гостях был депутат Курултая от партии «Единая Россия» Рамиль Бигнов. Мы с ним много чего, кстати, обсудили, и про ливни поговорили, и про выборы предстоящие в 2018 году, я имею в виду. И поговорили мы про Игоря Изместьева. Выяснилось, что Рамиль Бигнов, это для меня выяснилось, может быть, все в курсе, а я просто не знала, что Рамиль Бигнов и Игорь Изместьев, в принципе, знакомы достаточно близко, насколько я понимаю. Игорь Изместьев — это, напомню, бывший сенатор от Башкирии, который сейчас отбывает пожизненный срок, и прошение о его помиловании подала правозащитница Людмила Алексеева. Давайте послушаем этот фрагмент, после чего я кое-что добавлю еще. Индира просит вас прокомментировать обращение председателя Госсобрания Толкачева по вопросу помилования Изместьева. По словам Людмилы Алексеевой, было ли оно, спрашивает она. Да, конечно. Этой темой я сам занимаюсь уже не первый год. В прошлом году часть депутатов, в том числе я, мы инициировали обращение наряду с другими деятелями общественных объединений, властных структур, наших всех трех конфессий, мы обращение в адрес Путина о помиловании Изместьева. Изместьев отбыл наказание уже 10 лет. Я не считаю, что Игорь весь белый и пушистый, наверное, да, но инкриминирование и стольких убийств и так далее в его отношении, я считаю, несправедливым. Вы считаете, здесь что он не виновен в том, в чем его обвинили? Нет, суд вынес, он виновен. Мы можем говорить об этом, не говорить, он виновен. Мы сейчас говорим о помиловании, о снисхождении человеку, который заключен на пожизненный срок, и отбыл уже 10 лет наказания. У нас очень большое количество людей осуждены на пожизненный срок. Но, почему именно Изместьев? Согласен, но, к сожалению, я считаю, это мое мнение, да, я считаю, что инкриминирование ему такого рода преступлений, оно несправедливо. Поскольку здесь корни идут опять в наш главный актив – это Башнефть. Когда приватизировался Башнефть, и он переходил из рук в руки Урал-Рахима в другие руки, я допускаю, что были и некие договоренности, согласно которым все грехи списали вот на Игоря Изместьева. Все грехи. Сейчас не идет разговор о пересмотре данного судебного решения. Оно давным-давно вступило в силу, и Игорь Изместьев отбывает пожизненное заключение. А разговор идет о помиловании, о снисхождении. Я выступал в прошлом году на собрании фракции «Единая Россия» по этому поводу, с тем, чтобы этот вопрос вынести на государственное собрание, обсудить и принять обращение в адрес Путина о его помиловании. Ведь смотрите, правозащитная и уважаемая организация «Хельсинская группа», которую представляет Людмила Алексеева, она и в прошлом году обращалась, и в этом году обращалась. Но мы должны быть снисходительны в любом случае. Я вам могу сказать, состояние здоровья Игоря очень плохое. У человека осталось, извините за подробности, 6 зубов. Он понес наказание, полностью понес наказание, если даже за те преступления, которые, возможно, совершал. Но я абсолютно убежден, он не совершал того объема преступлений, который ему приписывается. Поэтому я смело подписываюсь под прошением на имя, обращением на имя Путина о его помиловании и приложу все свои силы, чтобы это случилось. Я просто хочу прояснить, вы с Игорем Изместьевым состояли в дружеских отношениях и сейчас как-то еще общаетесь по переписке? Я сказать, что в дружеских отношениях, наверное, не будет неправильным, но хорошо я знал его по предыдущей деятельности, поскольку я был депутатом Государственной Думы, он был сенатором от республики, я обращался к нему как сенатору от нашей республики, и он действительно помогал, решал эти вопросы, да, и поэтому верю в его порядочность, верю. Поэтому я смело берусь вот за то, чтобы приложить
свою, так сказать, внести свою лепту в том, чтобы он был бы помилован. От этого я считаю, что общество выиграло бы. Не будет ли что-то угрожать его жизни, мне вот интересно, если он выйдет на свободу? Все возможно. Может угрожать его жизни, а может считать можно, что от него будет исходить угроза в адрес тех, кого его незаконно, несправедливо обвинил. И это можно допустить, но у нас существует, слава богу, хорошая или плохая, но правоохранительная система. Это, я думаю, что вполне можно с этой проблемой решить. Но общество должно, мне кажется, отсидев человек 10 лет, он уже понес полное наказание. Но просто, человеку, знаете, может быть, осталось не так много жить. Я хотел бы, конечно, чтобы он жил. Мы о таком говорим. Получается, что Игорю Изместьеву, как бы это сейчас странно не звучало, в этом случае повезло, что он такой известный человек, и за него готовы вступиться на разных уровнях люди, и готовы просить у президента его помилования. А есть большое количество людей, которые осуждены там тоже на большие сроки, но за них никто просить не будет, даже если они уже отсидели. Почему просят? Существует же правозащитная организация. Вопрос о справедливости здесь такой. Сложный. Конечно. Понятно, что уровень человека, который подвергся такому наказанию, он действительно высокий, и он привлекает внимание общественности, нежели просто был бы простой гражданин. Но это нормальное явление, куда же деваться? Рамиль Бигнов, депутат Курултая от партии «Единая Россия», о помиловании Игоря Изместьева. Мы, кстати, расшифровали этот фрагмент программы и выложили на нашем сайте echo.mskUFA.ru. Ссылки есть в наших официальных группах в социальных сетях. Если вам это интересно, пожалуйста, рекомендую это прочитать. По-моему, Рамиль Бигнов очень интересно говорил про Изместьева. Не так много людей в республике, я думаю, могут столь компетентно по этому поводу высказаться и быть в курсе того, что сейчас происходит с Изместьевым, да, например, о состоянии его здоровья. Ну а мы переходим к другой теме, и тема блогера Ильи Варламова. И мы предлагаем вам сейчас прослушать фрагмент из его блога. У Ильи Варламова есть новая рубрика «Как нам обустроить Россию», в которой он рассказывает про проблемы городов. Ведет он ее со своей дочкой, дочка просто сидит или, по крайней рядом. мере, в этом выпуске была его дочка, потому что это выпуск номер 1. Это не первый раз, когда Илья Варламов говорит что-то гадкое про Уфу. В этот раз он снова высказался. И да, давайте послушаем фрагмент, а потом поговорим. Следующая новость у нас пришла из Уфы. Уфа – прекрасный город. Это наш котенок такой был, Уфа. У нас был котенок Уфа, да. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт дорожного полотна по улицам Гаскарова и Колгуевской. В строительном сезоне 2017 года в Уфе в рамках строительного проекта «Безопасный там бла-бла-бла» люди сделали переходы. Лена, как ты считаешь, это хороший переход? Нет. Почему? Потому что на переходах должны быть белые и желтые полоски. Смотри, Лен, во-первых, переход идет просто в грязь. То есть там нету ни тротуара, ничего. То есть нету тротуара, переход идет... Нет тротуара, нет светофора, нет желтых Слушай, полос. посмотри, как они сделали асфальт. Видишь, что криво-косо. Тут чтобы дождь сюда капал, и тут. А тут они не соединяются. О, ты мое золото, разбирается во всем. Видите, даже ребенок понимает, что криволапые люди из Уфы вместо нормальной дороги сделали какую-то хрень. Непонятно, как вообще, где расположены решетки. Непонятно, почему решетки расположены, по центру дороги, а не с краю. А еще решетки должны быть не тут, а вот... Да, Леночка, они с краю должны быть. Они решетки расположены по центру дороги. Дорога, она должна быть такой, если вы в разрезе дорогу представите, она немножко таким холмиком должна быть, чтобы вода стекала на обочины и с обочин уходила в ливневую канализацию. Это вообще главное, что было дороги, потому что нет ничего хуже для асфальта, чем лужи, чем когда там застаивается вода. Поэтому, когда вы делаете дорога должна быть обязательно с уклоном, чтобы оттуда уходила вода. А еще с тротуаром. Естественно, с тротуаром. Вода, которая остается на дороге, она разрушает асфальт.
Если вы хотите, чтобы асфальт у вас не нужно было каждые полгода менять, нужно как можно скорее туда воду увезти. Что эти безумцы сделали в Уфе? Почему они расположили по центру дороги, почему они расположили какие-то решетки, какие-то желобки непонятные, почему они криво положили асфальт, почему они сделали переход в никуда, небезопасный переход, я не знаю. В общем, и что самое интересное, это называется проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе делают небезопасные и некачественные дороги. Что мы им скажем, Лена? Плохо. 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 И идем дальше. А мы, пожалуй, остановимся пока на этом. Я, кстати, надеюсь, что Илья Варламов не подаст на нас в суд за использование фрагмента его программы, как он любит это делать, подавая в суд на СМИ, которые используют его фотографии. Уважаемый Илья Александрович, не подавайте, пожалуйста, на нас в суд. Надо добавить, наверное, вообще, что Илья Варламов в Уфе, в принципе, стал известен после подготовки к саммиту, когда он приехал в Уфу и начал рассказывать о том, как эта подготовка происходит на всю страну, и, как выяснилось, администрация не очень была готова к такой критике. Сегодня Илья Варламов говорит про дороги в Уфе, и это важно, да. И это смешно. Это смешно, и это важно, это смешно, потому что у Варламова было два кота в свое время, Уфа и Омск. И, ну, как бы у Ильи Варламова есть рейтинг российских городов по уровню жизни, да. Уфа и Омск, ну, как бы внизу этого рейтинга. И в честь этого он назвал милых котиков именами Уфа и Омск. Может быть, чтобы какая-нибудь позитивная энергия вложилась в Уфу и Омск. Но котиков уже нет. Их продали, да. Котики есть, но они просто... Котика Уфу продали. Или отдали просто в хорошие руки, я не знаю здесь подробностей. Надо сказать, что вот по существу, да, того, что Илья Варламов говорит, он говорит про дорогу, которая там очень странно сделана, про дорожный переход, который сделан. Ну, она реально очень странная. Если вы посмотрите фотографии, ну, все, как говорит Илья Варламов, как-то вообще непонятно, каким образом они делали этот пешеходный переход, и почему там такая яма посередине дороги и ливневки, и вот там просто... Почему этот переход идет в грунт просто, да? Да? И действительно важно, что кто-то об этом скажет, потому что вот мы говорим про потопы, про стихии, да, а на проспекте Салавата Юлаева ни разметки, ни чего там нет, ни асфальт даже кое-где не положили, и там просто небезопасно ездить, и не только когда стихийные бедствия происходят, надо об этом говорить, а всегда. И очень хорошо, что Илья Варламов об этом сказал. Портал proufo.ru отмечает, что проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на средства федерального, регионального и местного бюджетов, и в этом 2017 году в Уфе по этой программе будет отремонтировано 29 участков улиц. Наверное, на каждом участке они будут придумывать что-то свое, какую-то свою фишку, соревнование, кто сделает наиболее абсурдным пешеходный переход на участке дорог. Но мы на этом тему дорожную завершаем и переходим к другим темам. Я напомню номер для СМС-сообщений. Если у вас есть желание высказать свое мнение, что-то написать нам по поводу тем, которые мы обсуждаем, то, пожалуйста, +7 927 304 10 51. Башкортостан, Башкорт, точнее, организация, и башкирский флаг. Вы слышали в новостях, наверное, да, мы уже говорили об этом несколько дней назад, что организация Башкорт не выдержала того, что рядом с Конгресс-холлом висит только российский флаг, и решила еще повесить туда и флаг Башкортостана государственный, на свои деньги, как они сказали. Неделю назад примерно это было. 31 августа они повесили этот флаг, и, как пояснили в организации, каждый день проверяли, висит он там или не висит. Висел все это время, а вчера вдруг исчез. И вот не доглядели. Да, исчез, в общем, этот флаг, и непонятно, кто его снял, неизвестно. И в организации очень этим возмущены, они написали гневный пост у себя на странице в социальных сетях, и говорят, что вообще вот доколе будет терпеть народ Башкортостана вот такое издевательство над собой, когда флаги мы вешаем, а их вот берут и снимают. Но это вот одна история, которая связана с защитой национальных прав, как они это для себя определили. Более свежая история, она произошла в Стерлитамаке. На портале Идель Реали вышла такая статья под названием «Операция «Барьер». УМВД Стерлитамака проигнорировала заявление на башкирском. Примечательно, что это перевод статьи с татарского языка. Изначально интервью с
активистом из Стерлитамака вышла на татарской радиостанции, которая называется «Азатлык», и «Идель Реалии» с башкирской вкладкой, если можно так сказать, про сайт. Все это расшифровали, перевели на русский язык и вот представили нашему с вами вниманию. Ну да, если говорить вкратце, речь там идет о том, что человек по имени Рустам Баттал, сегодня, в общем-то, активист, по крайней мере, так его представляют, написал заявление в полицию на башкирском языке. И это заявление отказались принимать с формулировкой, что полиция работает только на государственном языке, на русском языке. Как же так, возмущается Рустам Баттал? Государственный язык Башкортостана — это башкирский тоже, не только русский. И он решил идти как бы до конца, решил подать в суд, чтобы приняли это заявление. Суд длился несколько месяцев, начиная с марта. В июле вынесено было решение в пользу обратившегося, в пользу истца. Суд посчитал, что полиция нарушила 26-ю статью Конституции о праве использовать для общения тот язык, который ты как бы хочешь, да, твой родной язык. И, в общем-то, еще что-то там еще какая-то статья, кстати, была, сейчас я посмотрю. Но дело в том, что полицию это не устроило. Вот еще, что нарушены внутренние правила МВД работы с заявлениями. Полицию это не устроили, они подали апелляцию, и сейчас эта апелляция в суде рассматривается. Давайте мы сейчас запустим голосование. Вот смотрите, две истории. Одна про то, как активисты вешают башкирский флаг у Конгресс-холла. Этот флаг висит какое-то время, потом его снимают, их это возмущает, они сейчас обсуждают вопрос, проводить ли эту акцию снова. Вторая, как человек полгода добивается через суд того, чтобы признали незаконными действия полиции, которая отказалась принимать у него заявление на башкирском языке. Казалось бы, мог бы просто на русском переписать и не тратить свое время. Но вот он таким принципиальным образом отстаивает свои права. Вот какое вот о чем у вас бы мы хотели мнение? спросить. Да, какое у вас мнение? Вот вы скорее симпатизируете таким методом, вы симпатизируете активистам, которые вешают флаги у Конгресс-холла, которые пишут заявления в суды, если нарушаются их права, если там просто не принимают обращения на башкирском языке в полиции. Вот вы скорее симпатизируете 262 72 47. Или вам кажется, что это, в общем-то, как-то вот глупо, неправильно, деструктивно. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Вы скорее сочувствуете активистам, симпатизируете, разделяете вот их точку зрения, которые вот вешают флаги, пишут заявления, вот те истории, о которых мы вам рассказали. Или вам скорее кажется, что такие методы, они какие-то, не очень правильные. Если сочувствуете, симпатизируете, 262 72 47. Если подобные методы у вас скорее вызывают, неприязнь, 262 72 48. Ну и номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Я думаю, ты что-то хочешь сказать. Да, я могу сказать, конечно. У меня прежде всего во всех этих ситуациях вопрос, а чей это флаг, да? Это флаг Башкортостана, это флаг республики или это флаг башкирского народа? В чем позиция? Как? В смысле Башкортостан — это республика, в которой проживает 120 или сколько, больше народов. Я думаю, что нет, я думаю, что это государственный флаг республики, в которой государственный язык является башкирский, в котором используется символика башкирская, так как республика называется Башкортостан. Да. Я, конечно же, имею в виду применительно к акции по водружению флага. Вот она водружается из соображений регионализма, поддержки федерализма такого настоящего, да, или этот флаг водружается из националистических побуждений. Вот какой вопрос меня в данном случае волнует. А зачем? Почему для тебя это так принципиально? Потому что, во-первых, потому что я не башкир. Во-вторых, потому что я житель республики, и как житель республики я хочу, чтобы у региона, в котором я живу, была какая-то автономия, чтобы мы могли сами решать какие-то вопросы. Но меня будет смущать какой-то фактор доминирования этноса в том месте, где я живу, какого-либо. Меня скорее не то, что смущает, но
вызывает вопросы вот эта история с письмом, точнее, с обращением в полицию. Журналисты задают вопрос этому человеку, почему вот, в общем-то, почему вы вот так стали принципиально это отстаивать, в общем-то. И он говорит, что я мог вообще забить это вот слово, которое он использует, на это, но мне захотелось отстоять свои права. У башкирского языка есть государственный статус, это написано в Конституции, и то, что они не способны прочитать заявление, написанное на государственном языке, это не моя проблема. Вот человек вообще прав, по сути. Да, есть второй государственный язык, и как бы им вправе пользоваться, и, наверное, ведомства не имеют права тебе отказывать, да, если мне ты кажется, обращаешься. Есть ресурсы, чтобы переводчика обеспечить. Да, может быть, это просто, в общем-то, полиции принципиально не хотелось этого делать. Но полгода вот тратить на то, чтобы отстоять это, не знаю. Лично я бы, скорее всего, не стала этого делать. Но, с другой стороны, я и не сталкивалась, да, с такой ситуацией, что на моем родном языке не принимались обращения. Потому что мой родной язык русский, и вот здесь мы не в равных позициях. У нас, кстати, активное голосование. Я напомню номера. Вот действия активистов, которые вешают флаг у Конгресс-холла башкирский, которые через суды отстаивают свои права. Вот история с этим обращением в полицию, написанным на башкирском языке. Вот это все у вас вызывает скорее симпатию, вы сочувствуете этим людям, разделяете, наверное, в чем-то их методы. 262 72 47. Или скорее вам кажется, что это как-то, в общем-то, не совсем правильно, что это может быть какое-то навязывание, что это методы, которые вызывают, наоборот, отторжение у общества, раздражают его. 262 72 48. Еще номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Ну вот, кстати, по поводу раздражения, мне кажется, здесь это может сработать вот в этом смысле, именно таким образом, когда ты навязываешь какие-то свои культурные, да, особенности, когда ты делаешь это вот таким образом. Смотрите, мы считаем, что это навязывание в данном случае. Есть же закон, который говорит о башкирском языке, о его статусе. И, а почему это навязывание? Тогда он просто борется за закон. Видишь, это вопрос того, ты говоришь, что ты бы не стала полгода за это бороться. Это ты просто субъективно не стала бы, или объективно не нужно за это бороться в течение полугода так долго, потому что это, скажем, не важно, например, да? Или же это не важно лично для тебя? Я говорила про себя скорее, конечно. Нужно или не нужно, это вообще такие понятия. Каждый сам для себя определяет, что для него важно, что не важно. Но мне кажется, что это не столь существенно, из-за чего стоило бы... Я, наверное, добавлю только, что, например, в Соединенных Штатах у них нет вообще официального языка государственного, точнее, официально есть, а государственного нет, и они предоставляют на всех языках, в том числе русском, госуслуги. Хотя круто. Там, нас выгонит сейчас звукорежиссер из эфира, нам надо подводить итоги голосования. У нас получилось 30% скорее сочувствуют вот таким методам отстаивания своих национальных прав, и 70% скорее считают их какими-то, не очень, что ли, приемлемыми. В общем, как-то не очень они им нравятся. Спасибо большое всем, кто сегодня голосовал. У нас хоть и укороченный эфир, но все-таки он вроде получился. Илья Жарницкий, Дарья Кучеренко и Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Всем хорошего дня, пока. До свидания. Радио «Эхо Москвы».